В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Дороги как визитная карточка. Сегодня мы производим асфальт для внутриплощадочных дорог из асфальтобетона и строительства площадок. В Грозном заработает новый асфальтобетонный завод. О мощностях производства и целях запуска. Военнослужащий освобожден. В Грозненском аэропорту встретили чеченского бойца Аслана Мусиханова. История освобождения и слова благодарности. Заместитель председателя правительства республики по социальному блоку Адам Алханов провел свое первое совещание после назначения на новую должность. Напомню, ранее он занимал пост первого заместителя директора территориального фонда обязательного медицинского страхования, где проделал огромную и плодотворную работу в период пандемии. На встрече присутствовал кабинет министров. Вице-премьер отметил, что с особым вниманием и требовательностью будет относиться к их работе и оказывать всевозможную помощь в достижении целей, поставленных руководством региона. Глава сел четкие указания, что свобода охоты чана, соцблок, социальная сфера на новый уровень халяка, соцблок на новый уровень халяка, указания, что еще стон кровь из носа с кочерью, да, ладно, то кочеряц шерном, то команда болха бешеном, то с каждым я буду работать, но то да, сообщаю на новый уровень халяка рукой, да, ладно. Во Дворце молодежи Грозного объявили об объединении двух ведомств в одно. Министерство по физической культуре, спорту и Министерство по делам молодежи. Обновленную структуру возглавит Иса Ибрагимов. В свою очередь Валид Эдилов станет заместителем руководителя ведомства и президентом Федерации бокса по СКФО. Об этом объявил руководитель секретариата главы Хамзат Кадыров. Молодежи сфера красного благодарность. И на очень практически Министерство спорта и молодежной политики я вход. Если на 90% была модель, что сейчас на был, это если я диктую сундера, то если Министерство спорта и молодежной политики да вот тоже команда я ветки еще уделил так Валид президент Федерации бокса по СКФО, он особо топовый, из регионал ешкол, участник принятия ешкол, так Валид он взял диалог, шарится, так редкий вен, Resul, Hamzat, assalamu alaikum, bejeri, وتسامحي في هذا الشيء الغير Hamzat, آخر ما دوري رسول آخر راح دينا كذا جودة ديش نحاش دارم راح وده ولا فرش عمل هجيني آخر ده بيسيد وش دارم وين شو أصلا يعني تقارب الأردو فرش وبل تيش عندنا دارم وأقرب الأطلاع وصلوا دارم راح قوي الأردو وده رسول مثلا. Помощник главы Чеченской Республики, министра региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что власти субъекта ведут гибкую политику, подстраиваясь под современные реалии, что помогает сохранять стабильность и стремительно развиваться. Своевременно решение принимать его, которые отвечают вот сегодняшним реалиям. Реорганизации по министерству УШТВОР определенного сомнения сейчас общего его эффективность, качественно задач выполнять их. Войн сейчас спортсмены, представители молодого поколения, в ответственностью. Он дальше войн халаву города нажим буквально надо допустим в 2021 году среди 85 субъектов Российской Федерации на первом месте по эффективности ОШ. А он ожидал команда эффективного в России, ну, по региону, что выполнять,
أخذت بوكير وما يشتفيت إن إنسات إن كريات إن خروجيش كود أخشون تلاش بها شو تلاش ويشات. Из украинского плена возвращен чеченский боец Аслан Мусаханов. Сейчас с Асланом все хорошо, он уже дома, рядом с родными и близкими. Руководство республики никого не оставляет без внимания. Ни пленных, ни раненых, ни обездоленных. Адам Магомедов, как встречали военнослужащего. В аэропорту раненого Аслана Мусиханова встретили близкие. После возвращения из плена, в котором он провел 20 дней, 2 месяца, он лечился в военном госпитале. Большую поддержку в освобождении и дальнейшем восстановлении ему оказал глава региона и руководитель регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова Аймани Несиевна. Из Грозненского аэропорта Аслан наконец-то едет домой в город Урус-Мартан, где его ждут родственники и близкие, которые все это время сильно переживали за военнослужащего и теперь смогут воочию его увидеть. Тут же со слезами на глазах его встречает родная мать, сестры, а также многочисленные близкие и односельчане. В честь его возвращения дома устроили целый праздник. Родственники мужчины благодарны главе региона и Аймани Несиевне за то, что Аслана вернули домой. Рамзан Хадж Тинан Аймани Дил Риза Элч Риза Ши Устаз Риза Хойл Тунна Тинанна Шавик Арцхвел Дил Арцхвел Қейча Личени Лили Ши Хейн Ахтим Связи Оршон Ху Юш Гдир Дубош Дерез Хойл Хон да Меллечкун Орс Меллечтек Ишят Шахер Утен Доку Адам Доша. На Украину Аслан отправился добровольцем, поскольку не мог остаться в стороне. Провел он там больше месяца. В ходе контактного боя в Харьковской области, в городе Изюм, мужчина отстреливался до последнего, был ранен в ногу и взят в плен. Военнослужащий признается, что ожидание смерти было для него хуже ее самой. Он также призвал граждан региона помочь своей родине в противостоянии с нацистами, несущими с собой только зло и низкие моральные ценности. Обижательно, там аспиридовой да он бия на бате то хайдалуш так дичавя лока вот это чай машин твоя а машин твоич я потом тебя хочу я потом тебе герсто я передавал я герсто мохка из-за того что это ящик хозяин санджо бюхалу. Боец не пал духом даже после стольких трудностей, которые ему пришлось пройти. Он выразил готовность вновь отправиться в зону проведения СВО после полного восстановления. Аслан Мусиханов является настоящим примером мужества и отваги и определенно станет героем для подрастающего поколения. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную гуманитарную акцию на территории Донбасса. Жителям Мариуполя в преддверии холодов раздали теплую одежду, 1730 кофт и 905 курток. Надо отметить, что с первых дней спецоперации организация поддерживает беженцев и мирных жителей, помогая им продовольствием, медикаментами. В Грозном заработает новый асфальтобетонный завод. Расположится она на территории специализированного управления дорожно-мостового строительства. Ее строительство стало возможным благодаря инициативе градоначальника Хас Магомеда Кадырова. Мадина Кураева о мощностях и целях предприятия. Новый завод имеет форму башни. Его высота более 30 метров. Производительность предприятия составит около 160 тонн асфальтобетона в час. На данный момент здесь идут монтажные работы. Он расположился на территории специализированного управления дорожно-мостового строительства. Здесь же находятся и старые заводы по производству асфальтобетонной смеси. Появлению нового стало возможным благодаря инициативе мэра города Грозного Хасмагомеда Кадырова. Необходимость возникла в связи с тем, что в 2022 году были введены новые ГОСТы, по которым необходимо производить дальнейшее строительство автомобильных дорог вообще с большой интенсивностью движения.
Новое предприятие будет пятифракционным, что обеспечит высокий уровень выпускаемой продукции в соответствии с современным требованиям и нормам. Старый завод также будет функционировать. На этом старом заводе мы производим асфальт для внутриплощадочных дорог из асфальтобетона и строительство площадок отдельных, парковок, прочих, где интенсивность движения транспорта минимальна. С появлением дополнительного производства увеличится и объем продукции. В связи с этим рядом строится и новое бетонохранилище на 1500 кубометров. На строительной площадке трудятся 30 человек и около 10 спецтехники. Сам завод состоит из нескольких частей. Сейчас специалисты заняты их сборкой. Завод собранный, основной. Сейчас в данный момент собираем агрегат сушильного барабана, то есть фильтр, сушильный барабан, агрегат питания и битумное хозяйство у нас остается. Это уже как бы окончательная работа. А по монтажу и кабина оператора. И в дальнейшем остается работа электромонтажа. Главная цель приобретения дополнительного цеха – эффективная реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего за прошлый год в Грозном уложено около 80 километров асфальтобетонного покрытия. Благодаря новому заводу это число не только увеличится, но и положительно скажется на качестве полотна. Мадина Кураева, Шейх Мансур Умалатов, Сатилий Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. Завершился второй этап 5-го международного фестиваля конкурса «Орфей», посвященный памяти уникального исполнителя Муслима Магомаева. Конкурс проходит во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Лучшие вокалисты из регионов России и стран зарубежья борются за победу в нескольких номинациях и гран-при. Талант участников оценивает профессиональное жюри. В ближайшее время подведут итоги фестиваля, где станет известно имя обладателя заветной награды. Стоит отметить, что мероприятие проходит в рамках национального проекта «Культура». Сегодня здесь принимают участие уже и солисты того или иного театра Москвы, Питера, Екатеринбурга, Нальчика, Монголии. То есть обширный спектр и люди со своими званиями, регалиями. То есть это придает статусность этому конкурсу и говорит о том, что международный фестиваль памяти Магомаева «Орфей-2022» он набрал свои обороты. У него уже репутация как солидного международного фестиваля. Строительный бум в высокогорном Шатое возводит многоквартирные жилые трехэтажные дома. Квадратуру каждой квартиры составляет от 43 до 69 квадратных метров. А главное украшение будет балконы. В скором времени у жителей появится новый спортивный комплекс со всеми удобствами. С подробностями Амина Тупилагова. Буквально в мае здесь было пустое поле, а сейчас вовсю кипит работа. Более того, уже на завершающем этапе 2 из 4 домов комплекса, возводимого в рамках программы. Почти 95% до общей площади жилой застройки составляет 1900 квадратных метров, где предусмотрено переселение из оползни зон участка на граждан. Охюрто-Шатойскому нам было предусмотрено около 25 семей, предусмотрено Охшарага переселить до Долушду. Шатой достаточно отдален от столицы региона, и строительная площадка в настоящее время обеспечивает работой 57 человек, половина из которых жители района. При возведении комплекса используются качественные материалы. Жить в таком доме будет очень комфортно. Строительство этих домов ведется из монолитного каркаса, с утеплением внутри газоблок, утепление и облицовочный кирпич. В каждой квартире будет свой индивидуальный котел, двухконтурный настенный котел будет, обставляется полностью сантехникой. Один дом представляет из себя трехэтажное строение. Планировки очень хорошие, ввиду того, что комнаты отдельные, в зависимости от квадратуры площадь составляет от 43 до 69 квадратных метров. А главное украшение – балконы. Мы находимся на втором этаже одного из домов. У будущих хозяев этой квартиры будет замечательная возможность каждый день лицезреть невероятной красоты шатойские пейзажи. Строительство всегда хорошо, в особенности, если дело касается социально значимых объектов. Население Шатойского района более 25 тысяч человек. В скором времени у жителей будет новый спортивный комплекс со всеми удобствами. В первом этаже в основном находятся санузлы, душевые, раздевалки, гардеробная. На втором этаже находится административная часть. Бухгалтерия, администрация. Тяжелое снаряжение, в основном они будут находиться на первом этаже. Там более-менее малый зал,
Основной большой зал будет находиться на втором этаже. Монолитная часть работ практически завершена. Осталось установить балочную конструкцию на втором этаже для последующего перекрытия утепленными панелями. Рабочих мы застали за возведением лестничного проема. Оказывается, за готовыми ступеньками скрывается целый комплекс последовательных действий. Вот начал первый этап, нижний фанер поставили, а теперь бортик начинаем собирать. После этого начинаем арматуру собирать. Арматуры у нас будет 2 слоя. Первый слой как собираем, потом второй слой начинаем. После этого уже начинаем ступеньки, досками начинаем крепить на 2 борта, которые. И продолжается. Верхняя часть тоже так идет. Там площадки, у нас площадки тоже 2 слоя арматур. И там фиксируем, нормальное усиление будет. Потом бетононасос. Как закончим, бетон приедет, бетоном заливаем. На прилегающей территории уже есть стадион и спортивная площадка с тренажерами. Одним словом, для населения создаются все условия. Кроме 2 комплексов спортивного и жилого, параллельно ведутся масштабные работы по всему району. Строительство школы на 60 учеников, фельдшерско-акушерский пункт, водо- и газопроводные сети. Амина Тупилагова, Магомед Тагаев, Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.